Глава 11. Қатын алу. Женитьба. Параграф 1. Жеткен жаш юноша брачного возраста. Атаң аман болса да, сыртыңа көтір. Даже плохого отца носи на спине. Ішленген жаш атасы была олтурмас. Воспитанный юноша при отце не садится. Атаңы сыйын түшірме, айтханын эт. Не роняй чести своего отца, повинуйся ему. Атасы аш татхынчы, жашы су татмас. Пока отец не поест, сын и воды не выпьет. Атасына сормай, ақшы улан ишетмес. Не спросив у отца, хороший сын дел не делает. Атың барда жер таны, атаң барда эль таны. Имея коня, узнавай окрестность, имея отца, знакомься с людьми. Атасы сау ақшы улан мүлкіне онау этмес. Хороший сын, пока отец жив, своим добром не распоряжается. Параграф 2. Жеткен қыз. Девушка на выданье. Көкте жұлдыз, үйде қыз. Что в небе звезда, то девушка в доме. Қатын келсе құшмуш етер, қыз келсе жұмуш етер. Зайдет женщина, шушукается, зайдет девушка, займется делом. Ол тұрған қыз орынын табар. Усидчивая девушка свое место в жизни найдет. Қызны қолы тылы болсын, жүрегі мылы болсын. Пусть руки девушки будут в тесте, пусть сердце у нее мягким будет. Жеткен қыз жерлі шекні танымас. Әр кішілі аңа бірче көрінелі, қатын алмағаллада, үйдегілі болғаллада. Девушка на выданье оседланного осла не узнает. Все мужчины, и холостые, и женатые, кажутся и одинаковыми. Қыз білген білмесе ерге барса қиналыр. Адет намыс, киім тіккен, аш су еткен, дағданы кебек. Если девушка не знает того, что положено, в замужестве ей придется трудно. Обычаи, этикет, шить, готовить и прочее. Жеткен қызы болған үйні чырағы жарық шанар. В доме девушки на выданье лучина горит ярче. Атаң барда эль таны, анаң барда эр таны. Имея отца, познакомься с людьми, имея мать, выйди замуж. Параграф 3. Қыз сайлаған. Выбор невесты. Қатын алама десең, қатынсыз айтханға қарама. Если задумал жениться, холостяков не слушай. Анасы мақтағанны алма, тиресі мақтағаннан қалма. Не бери ту, которую хвалит ее мать. Не упускай ту, которую хвалят соседи. Таматаң 25-тен ауса, сақламазға еркинсе, қарындашыңы, егечіңе. Если твоему старшему, старший за 25, имеешь право его, ее не ждать, брата, сестру. Эрге барлық 18-ден, қатын аллық 19-дан. Замуж с 18, жениться с 19. Арю түлді, сүйгенің арюды. Красива не та, что красива, а та, которую любишь. Сүйген жүрек сүйгенін көрір. Любящее сердце видит желаемое. Эти рекомендации – плод житейской мудрости, в особых комментариях не нуждаются. Обратить внимание следует на указание возраста, в котором следовало вступать в брак. Почему-то стало считаться, что карачаево-балкарцы вступали в брак поздно.
Но это только наблюдение недавнего времени, когда после реформы освобождения крепостных, начала капиталистических отношений и быстрой ломки традиционных установлений слишком быстро менялся и весь уклад жизни. Многие семьи, обретая достаток для его сохранения и приумножения, старались сохранить и свой состав, предпочитая долго не женить сыновей, годами живших на пастушеских станах. Сыновья после женитьбы отделялись. Кроме того, вероятно, сильно вырос и размер колын, выкупа за невесту. Как обычно, резкие перемены били по всем традиционным институтам, в том числе и браку. Младшие сыновья не могли жениться, пока не был женат старший, как и младшие дочери не могли выйти замуж раньше старших. Выгода стала заслонять все остальное, даже вековечные установления. Но так было не всегда. В период устойчивого, налаженного быта и устоявшейся традиционной культуры положение было иным. Многовековой опыт говорил народу, что дети от ранних браков всегда здоровее, что полноценно является та семья, в которой присутствует минимум 3 поколения, и дети знают не только родителей, которым часто бывает не до благотворного и необходимого общения с ними, но и дедов и бабушек. Кроме того, сыновья и дочери могли умереть во время эпидемии, не оставив потомства. Отсюда и эти рекомендации – выходить замуж и жениться с 18-19 лет, максимум до 25. Если же старшие минули этот возраст и еще не вступили в брак по каким-либо причинам, младшие имели право не ждать их. Параграф 4. Жаш караган. Выбор жениха. Тейри эрге береме десе сүймеклік берер, бермейме десе суuqлық берер. Тейри, пожелав выдать замуж, дарует девушке любовь, не пожелав, дает отчужденность. Анасына қарап қызын ал, атасына қарап жашына бар. Женись, узнав мать невесты, выходи замуж, узнав отца жениха. Көп сайлаган бек шаңғылар, долго выбирающий сильнее ошибается. Излеп алған ауруыңа дарман керек түйілді. От недуга, который ты сам нашел, лекарства не нужно. Человеку, вступившему в брак против воли родных, а потом кающемуся. Абынмаған аяқ жоқ, жаңылмаған жүрек жоқ. Нет ноги, которая не спотыкалась, нет сердца, которое не ошибалось. Жашха сормай қатын алма, қызға сормай эрге барма. Не жени сына, не спросив его, не выдавай дочь замуж, не спросив ее. Истинным благословенным браком считался брак по любви. Это вытекает и из того, что любовь рассматривается как благословение тейри на брак именно с избранником, избранницей сердца. Разумеется, настоящая взаимная любовь встречается редко. Чаще заключались браки по воле родителей или по сговору родственников. Но спрашивать согласие самих юноши и девушки было обязательно. Это условие соблюдается и сейчас. Конечно, об этом спрашивали не сами родители, которых молодые люди стеснялись, а кто-либо из родичей или друзей. Но после революции, когда прошлое стало рассматриваться как одно сплошное темное царство, распространили мнение, что согласие или несогласие молодых людей якобы никого не интересовало, что девушек сплошь и обязательно выдавали замуж за стариков и тому подобное. Любимый сюжет для разного рода поделок, стихов, пьес, поэм и прочее. Разумеется, случалось и такое, но это были единичные случаи, исключения, а не правила.
потому и оставались в памяти, да и откуда взялась бы такая орава старых вдовцов. Стереотип «угнетенная женщина Кавказа» ложный, как и всякий стереотип. На Кавказе отношение к женщине всегда было высоким. Никаких тяжелых работ ей не поручали, никаких гаремов здесь не было, и паранджу не носили. Некоторые сейчас наивно думают, что это исламский обычай, а не просто арабский. Общались свободно, следуя, конечно, этикету. В домашних делах у карачаево-балкарцев слово «жены» всегда было веским, а дом вообще рассматривался как ее вотчина. Заниматься мелочами для мужчины считалось делом зазорным. Достаточно свободным было и общение молодых людей брачного возраста, обычно на различных торжествах, народных праздниках, вечеринках, свадьбах. Параграф 5. Түбешу. Встреча. Тепсеген жаш қызға қарар, тепсеген қыз жерге қарар. Арқасын бұрырға жарамайды. Юноша в танце смотрит на девушку, девушка смотрит в землю. Поворачиваться спиной к партнеру нельзя. Қызны тойға не ұл чығарар, не бегеул чығарар. Девушку на танец выводит или юноша поклоном, или бегеул, распорядитель. Қызны той арада қойма, адет бұзып бет шойма. Не оставляй девушку посреди танца, нарушив этикет, не позорься. Қыз бұлақаны сөйлешме, девушке не груби. Ақылсыз ойлай білмес, асылсыз ойнай білмес. Неумный не умеет мыслить, низменный шутить, веселиться. Тойға қара, ойыңа жара, не тепсе, не да қарсур. Танцами любуйся, веселью помогай, танцуй или отбивай такт. Ритуал проведения различных семейных и прочих торжеств подчинялся определенным правилам, как и поведение его участников. Основной их частью были танцы. Во время танца партнеры не могли поворачиваться спиной друг к другу. Девушка никогда не смотрела в глаза партнеру. Выходила она в круг либо после легкого поклона юноши, либо ее выводил распорядитель, бегеул. Отказать без всякой причины означало унизить юношу, поэтому приглашенная девушка не выйти на танец не имела права. Оставить девушку одну посреди круга, прервать танец, означало оскорбление ее чести. Следовало отвести ее на ее место и отвесить легкий поклон. Считалось признаком невежества не принимать участие в веселье, быть просто зрителем. Надо или танцевать, или отбивать такт хлопками в ладоши. Параграф 6. Танышу. Знакомство. Мал этерик тауға, қатын аллық тойға. Надумав завести скот, идут в горы. Надумав жениться, на веселье. Қыз тойға кесі бармас, кесі жаңызда қайтмас. Девушка одна на веселье не пойдет, и одна не вернется. Қызны намысы был ойнасаң, бөркіңі жерде ізіле. Заденешь честь девушки, ищи свою папаху на земле. Айтыр сөзі болған улан, обезехне оздурмас. Юноша, желающий объясниться, обезех не пропустит. Обезехте қыз қолын жұмдырық етсе, хапарыңы қысқа эт. Если в обезехе девушка не разжимает ладонь, разговор прекрати. Сүйген қызың белгі берсе, эки үйге жол ішле. Если любимая дает тебе бельги, знак, прокладывай путь между двумя домами. Жашны қызны ішленгені тойда тура көрінер. Воспитанность юноши и девушки видна во время танцев.
На различные торжества девушки приходили обязательно в сопровождении близких родственников, двоюродных и троюродных братьев, молодых соседей, следивших, чтобы никто их не обидел, не задел их честь. Разумеется, разговаривать с партнершей во время быстрых темповых танцев юноши не могли, но в некоторых танцах такая возможность появлялась, например, обезьях, под руку. Девушка, если ей нравился этот юноша, давая понять, что она отвечает взаимностью и что она готова слушать его, разжимала свою ладонь, которую тот держал в своей. Но если она этого не делала, следовало прекратить речи. После нескольких таких встреч, когда девушка решалась на замужество, она вручала юноше какую-либо вещицу, колечко, платочек и тому подобное, как знак согласия и верности, бельги. И он мог уже сообщить своим родителям имя избранницы, но не сам, а через одного из друзей, сестер и так далее, чтобы те могли отправить к родителям невесты сватов. Нельзя было говорить с девушкой грубо или развязно, плоско шутить. За этим обязательно следовало наказание со стороны сопровождающего ее родственника. Были и иные формы общения, например, на посиделках, вечеринках, игры в загадки, состязания в импровизированном исполнении частушек, айтыш и другие. На торжествах различного ранга, по поведению молодых людей, их манере держаться, танцевать, разговаривать, одеваться, судили об их воспитанности, характере и прочее. Параграф 7. Рысла. Запреты. Жуугуна барган кияулу табар. Вышедшая за родича замуж родит калеку. Жуугуну алма, жуугуна барма. Не женись на родственнице, не выходи замуж за родственника. Жеті таштан өткен су жаңадан таза болыр. Вода, пройдя через 7 камней, вновь становится чистой. Арба толы хан туздан, оймақ толы сүт ауыр. Наперсток молока матери тяжелее арбы с солью. Аначыңы қызын алма, аначыңы жашына барма. Не женись на дочери своей повитухи, не иди замуж за сына своей повитухи. Эмче гулан аталықны үйіріне жағылмас, воспитанник на дочери воспитателя не женится. У карачаево-балкарцев испокон веку соблюдался и соблюдается категорический запрет жениться на родственницах, будь то по материнской или по отцовской линии. Считается, что от такого брака могут родиться неполноценные в каком-либо отношении дети, если не в первом поколении, то в последующих. Вероятно, за этим стоит вековой опыт народа. Одинаковая наследственность приводит к тому, что какие-то изъяны отца и матери, накладываясь друг на друга, увеличивают его воздействие на потомство. Родство соблюдалось до 8-го колена по материнской линии, по отцовской же считалось и считается вечным. Запреты на заключение брака касались и других форм родства, например, молочного. Если девочку и мальчика в младенчестве кормила одна и та же женщина, они считались братом и сестрой и вступить в брак друг с другом не могли, о чем и говорит 6-й афоризм. Не вступали в брак и с детьми, принявшие роды мальчик или девочки-повитухи. Запрет касался и детей, прошедших воспитание в другом доме. Некогда по Кавказу был распространен древний тюркский обычай, согласно которому знатные люди отдавали сыновей на воспитание в другие семьи, аталычество. Аталык, буквально заменяющий отца, воспитатель, обязан был растить и обучать мальчика до определенного возраста, по достижении которого он возвращался к родителям. Но и семья, в которой он рос,
становилась для него родной, поэтому воспитанник, эмчек, не мог жениться на дочери своего воспитателя. Она считалась его сестрой. Параграф 8. Келечелейген. Сватовство. Жащ бір қызны жаратса, егечіне білдірер. Если юноше кто-то нравится, он скажет об этом сестре первой. Қатыналлық атасына, анасына жол ізлер. Надумавший жениться, ищет путь к отцу и матери. Келечіні егесі анаңы қарындашы. Лучший сват – брат матери. Келечі иги болса, келі баш эрге барыр. Если сват хорош, то и ступа замуж пойдет. Киеулік абынмасын бір терсіш етіп, келечі қарылмасын сөзін айта білмей. Пусть жених не оплошает, а сват не поперхнется. Келечі бір күн суа балыр, бір күн жуа балыр. Свату зачитывается или благодеяние, или грех, если брак окажется неудачным. Келечіні кечіккені ақша. Хорошо, когда сват задерживается. Если все складывалось удачно, в дом невесты засылали сватов. 3-4 человек, обычно во главе с братом матери жениха. Сваты непременно должны были быть людьми уважаемыми, знающими все тонкости этикета, общительными, красноречивыми. Если в доме девушки сватам были не рады, им через некоторое время давали понять, что не желают этого брака. Но если жених им был по душе, то старались задержать их как можно дольше. Быть сватом считалось делом ответственным и почетным, поскольку они помогали возникновению новой семьи. Но если такой опытный, зная, что молодые люди не подходят друг другу, что семья прочной не будет, все же по каким-то причинам соглашался исполнить свою роль, то тем самым брал на себя долю ответственности за ее судьбу. Параграф 9. Келечілеге қараған. Прием сватов. Келечіле келселе тыпыр қатында ултурт. Когда приходят сваты, усади их возле очага. Келечіле үйде болып, от өчүлткен айыпты. Когда сваты в доме, гасить огонь в очаге постыдно. Киеулікні сүймесеңді келечіле қонақтыла. Можешь не любить жениха, но сваты — это гости. Келечіле келселе ашна келелі кетер. Угощение для сватов готовит невеста. Оңсунған үйде қайнаған боза, оңсунмаған үйде чайқаған айран. В доме, где рады сватам, пенная брага, где не рады — пахта. Ашлауда хатлама көрсе, келечі умут үзер. Увидев на столе хатлама, сват теряет надежду. Келечіге бір келгелі хау десең, арсар болур. Сват, получивший согласие сразу, начнет сомневаться. Рады или не рады в доме девушки сватам, но они гости, поэтому, разумеется, ни грубить им, ни показывать свое недовольство нельзя. Их следует усадить у очага на почетных местах, поддерживать беседу, угостить. Гасить огонь в очаге после их прихода ни в коем случае нельзя, это было бы уже оскорблением. Пища и питье служили определенными знаками, говорящими о желательности или нежелательности прихода сватов. Сватам от нежеланного жениха подавали пахту или слоеные пышки, хатлама. Причина в том, что это слово при переносе ударения с третьего слога на второй, хатлама, означает
не повторяй свое предложение. Если же родители одобряли будущий брак, сватам подавали пенную, хорошо перебродившую бузу и самую лучшую снеть. Угощение готовила и подавала сама будущая невестка. Тем не менее, с первого прихода сватов согласия не давали, обещав подумать. Но по характеру самого приема сваты понимали, что дело сладится, и приходили спустя какое-то время во второй раз, или родители невесты находили способ известить о своем официальном согласии. Параграф 10. Разылық. Согласие. Алыққа жайда келер, қышта келер. Жаш атасы анасы сайлаған қызны жаратмаса алай айтып шығып кетеді. Еще и лето наступит, и зима придет. Если парню не нравилась девушка, которую хотели засватать за него родители, он отвечал им этими словами и выходил из комнаты. Кимне арбасына минсең, ана жаранайт. Жаратса алай айтып шығып кетеді. На чью телегу сел, тому и подпевай. Если юноша был согласен с предложением родителей, он отвечал этими словами и выходил. Сіз сүйгенні мен де сүйер ме? Қыз атасына анасына разылығын анабла білдіріп шығып кетеді. Кого любите вы, того полюблю и я. Дав понять своим родителям, что она согласна, девушка выходила из комнаты с этими словами. Сіз жараты сегіз, сіз айтқанны етер ме? Жашны жаратмаса, алай айтып шығып кетеді. Если он вам нравится, я выполню вашу волю. Ответ девушки родителям означал ее несогласие. Келечі иге болса, болжал этмей қайтмас. Если сват хороший, он не вернется, не оговорив срок свадьбы. Если родители парня, сами выбрав будущую невестку, собирались ее засватать, то подсылали к нему кого-либо из его друзей, чтобы узнать его отношение, или спрашивали об этом его самого. О согласии девушки родители спрашивали после ухода сватов, но иногда и до, чтобы знать, подавать сватам надежду или нет. Смысл словесных формул был известен всем. Сватов перед их отправлением обычно посвящали во все детали материального положения, готовности к свадьбе и прочее. Поэтому они старались при получении согласия обговорить эти детали с родителями невесты, особенно дату свадьбы. Поскольку Карачаево-Балкарская свадьба очень сложный ритуал, то и подготовка к ней требовала времени. Фактически миссия сватов заканчивалась помолвкой, сёстаусхан, окончание речей, о которой извещали всех. И с того дня девушка и юноша считались женихом и невестой, придерживаясь определенных правил поведения. Параграф 11. Киевлюк бля келелик. Жених и невеста. Сөз тауысқан қызны тілі қысқа. У помолвленной язык короткий. Сөз тауысқан ақшы olan лақырдасын унутур. Помолвленный добрый молодец о шутках забывает. Келелликні жолу башқа. У помолвленной своя дорога. Киевлюкні аяғы нығыш таба атламас. Нога жениха в сторону площади не ступит. Киевлюкні, келелликні нөгерлері чамнан үлүш алырла. Друзья жениха, невесты нашутятся вдоволь. Киевлюк тойға барса, хуржуну құры болмас. Когда жених идет на веселье, то не с пустыми карманами. Келеллик біле тепсегелле киевлюкні шохлары. С помолвленной танцуют только друзья жениха.
Со дня помолвки жених и невеста перед вступлением во взрослую жизнь вели себя серьезно, не допускали никакого ребячества, общаться старались только с ближайшими друзьями и подругами, которые в волю могли нашутиться над ними, устраивать розыгрыши и прочее. Оба избегали встречи с родителями друг друга, если жили в одном селе, а при случайной встрече старались свернуть в сторону или спрятаться. Жених переставал посещать сельскую площадь, чтобы не столкнуться там с родственниками невесты. Если жених отправлялся на праздник или вечеринку, куда должна была прийти невеста, он шел туда с лакомствами, которыми должен был угощать ее младших братишек и сестренок. С невестой имели право танцевать только его ближайшие неразлучные друзья, с женихом ближайшие подруги невесты. Параграф 12. Тойга хазырлану. Подготовка к свадьбе. Бай күйеуні болжалы қысқа. У богатого жениха короткий срок. Қыз берлікні үйі кең. У выдающего дочь замуж двор просторен. Тұқым беті тойда чығар. Какова честь рода, показывает свадьба. Тойың тойесе төгіл. Если это свадьба, будь щедрым. Қонақ саны арбазыңа көре. Число гостей по ширине двора. Игі жуық тойға келсе көз жеттірір, осал жуық тойға келсе сөз жеттірір. Хороший родич, придя на свадьбу, присмотрит, плохой родич попрекнет. Чақырмасаң сен гяур, бармай қалсам мен гяур. Не пригласишь, ты неверный, не приду, я неверный. Домашняя семья жениха и невесты тем временем усиленно готовились к свадьбе. Никак нельзя было ударить в грязь лицом. От того, на каком уровне она была проведена, во многом зависело отношение односельчан и родственников. Последние обязательно навещали, спрашивая, чем могут помочь, когда состоится торжество и прочее, поскольку дело касалось всего рода, его чести. Хорошим родичем считался, конечно, тот, кто старался пособить, присмотреть, чтобы все было налажено, чтобы двор и дом выглядели нарядно, а не держался как гость или управитель. Разумеется, состоятельные люди тратили на подготовку меньше времени. Хозяевам следовало проявить свою щедрость, радушие, гостеприимство, поэтому скупиться было нельзя. Нужно подавать все лучшее, что имеется в доме. Потому и говорят «сыйқаңада артық аш болмайды». На пиршественном столе лишних блюд не бывает. Считалось, что чем довольнее будут гости, тем счастливее сложится жизнь молодых. Но не одобрялось поведение иных людей со скромным достатком, которые приглашали слишком много гостей, пытались сыграть свадьбу непосредством, пустить пыль в глаза. Число гостей определяется шириной двора. Являться на чье-либо торжество, не будучи приглашенным, незваным гостем, считалось позором. Разумеется, никто их не прогонял, они сидели вместе с другими, но поступок запоминался, и человек сильно ронял себя во мнении окружающих. Быть приглашенным — честь. Если же кого-либо из тех, кто считал себя обязанным быть на свадьбе или на другом торжестве, забывали пригласить, он воспринимал это как жгучую обиду. Параграф 13. Алгыш. Благопожелание. Тост. Экинчи алгышны тамата қонақ айтады. Второй тост произносит старший гость. Алғыш айтхан алға ичер, сүйеліп айтады. Эрте замаллада барыда бір гоппаннан ішкенділі. Кто сказал тост, тот и пьет первым. В прежние времена пирующие пили из одной чаши. Алғыш айтхан бір аяқлы,
Аяғын жерге салса, алғышын бошарға керекті. Бұл бек ескі әдетті. Произносящий тост одноногий. Очень древний обычай. Когда тостующий опускал ногу, тост заканчивался. Разрушение традиционной культуры не могло не коснуться и такой очень консервативной и устойчивой ее части, как застолье. Старинный ритуал был неспешным, выверенным, не ущемляющим ничье достоинство, допускающим свободное общение. В меру ели и пили, беседовали, плясали, пели. Ныне застолье чаще всего проходит торопливо, подчиняясь ритму жизни. Исчезли одни элементы, появились другие. Например, за столом не чокались, чаша была одна, аяк, гопан, чанак, чара. Позже, когда стали ставить перед каждым отдельную небольшую чашу, чомюч, после тоста их просто поднимали вверх. Число тостов прежде было строго ограниченным. Тамада предоставлял слово не всем сидящим, а по своему усмотрению и согласно традиции. Каждый тост имеет свое название, смотрите ниже. Это было честью. Ныне почему-то считают, что свой тост должен сказать каждый сидящий. Но это не наш обычай. Пришедший на пир и сидящий за столом должен был пить трижды или совсем не садиться с пирующими. Но после этого настаивать, чтобы он выпил еще, не следовало. Появление обычая произносить благопожелание, стоя на одной ноге, опустил ногу, заканчивая слово, можно счесть проявлением застольного остроумия, якобы чтобы речь не затягивалась. Как мать Татьяны Лариной в поэме Пушкина Евгений Онегин заставляла крестьянок, собиравших ягоды, петь, полагая, что так они сидят меньше. На самом деле это связано с народной этимологией. Поднявший чашу и поднявший ногу звучат совершенно одинаково. Аяк көтерген. Параграф 14. Алғыш аяқланы атлары. Название тостов. Ата-бабаларыбыз уллу сыйлада 9 алғыш еткенділі. Гетче сыйлада 5-7 қонақ аз болса. Боза сыра аяқланы атлары. Біріншісі толы аяқ. Екіншісі қонақ аяқ, алғышны тамата қонақ айтады. Үшіншісі улан нөгер аяқ, той тепсеуіне алында. Төртіншісі жора аяқ. Бешіншісі алтын аяқ, ол сөзіні тамата намысын көтіреме деген адамына неда бір сыйлы қонаққа береді. Алтыншысы берекет аяқ, ана сора жырай тейілі. Жетіншісі эрлік аяқ, сегізінші эсен аяқ, тамата қонақ айтады. Тоғызыншы атланған аяқ. Түбіне дері жаланда атланған аяқны чиілі, қалғаллануа ортасына дері. Шапа қарап аяқланы толтыра тұрырға керек еді. Билені сыйларында алғыш аяқланы саны 12 болғанды. Ол 3 артық аяқланы атларын білмейбіз. Аңға басият сыйлау дейдірі. Атланған аяққа алғыш үйні иесі етеді. Үйде не да арбаста. На больших пирах наши предки произносили 9 тостов, на угощениях с малым количеством людей 5 или 7. Название чаш. Первая – полная чаша. Вторая – гостевая, тост произносит старший гость. Третья – чаша юношей воинов перед началом танцев. Четвертая – чаша посвящения, посвященная. Пятая – золотая чаша. Тамада предоставляет этот тост почтенному человеку или знатному гостю. Шестая – чаша изобилия. После нее исполнялись старинные песни. Седьмая – чаша мужества. Восьмая – чаша здоровья, тост старшего гостя. Девятая – дорожная, стременная. До дна пили только последнюю чашу, остальные только до половины, а шапа должен был постоянно подливать бузы.
На княжеских пирах число тостов равнялось 12. Это называется басьят силау, княжеское угощение. Тост с дорожной чашей произносит хозяин дома, во дворе или приглашенный к столу. Параграф 15. Сыйқанға. Пиршественный стол. Шапа алышынса да тамата алышынмас. Смениться может шапа, но не тамада. Таматаны жері төр, тамада на почетном месте. Төре көрмеген уруб төрге өтер. Невежа сразу на почетное место лезет. Сыйқанға да марда бар, жиырмаға шапа бар. Аннан көп адам олтырса низам бұзылады деп жаратмейлі, құрмаллық қойнуда жиырма үліш еткенділі. В застолье есть мера 20 пирующих, 1 шапа. За один стол садилось не более 20 человек, чтобы не нарушался порядок. Мясо жертвенной овцы делили также на 20 доль. Аш кельсе таматадан башляп. Еду первым подают тамаде. Таматаға сормай сыйқанғадан турма. Без позволения тамады из-за стола не вставай. Қонақ эшикке кесі жаңғыз шықмас. Гость один во двор не выходит, его провожает один из гостей или шапа. Турдер жерге олтурма. Не садись на то место, с которого придется встать. Садились строго по старшинству. Сый марданы қонақ білер, атланган аяқ көтірейік деп. Сколько длится пиру, знают гости, намекнув тамаде о стременной чаше. Сыйда көп қалған қонақны сыйы намысы түшер. Слишком долго пирующий гость теряет уважение. Параграф 16. Тойға бару. Приход на свадьбу. Көлін қалған жерге қонақ болып барма. Не ходи в гости к тем, на кого ты в обиде. Тойға барсаң, тойып бар, эски тоныңы қойып бар. На пир иди сытым, сбросив старую шубу. Чақырылмаған жерге ит та бармайды. Даже собака не идет туда, куда ее не зовут. Тойну ашы то балақ. Пища пира — веселье. Кеңешхе ойлар үшін, қуанчха ойнар үшін. На совет, чтобы обдумать, на пир, чтобы веселиться. Қуанмаған қуанч бузар. Веселью помеха безрадостный. Сыйға барсаң ойна, той, жарсуыңы үйде қой. Придя на пир, веселись и ешь, а заботы оставь дома. Тойға бег алғада барма, тойда бег артхада қалма. Не приходи на пир раньше всех, не задерживайся на пиру позже всех. Резкое неприятие карачаево-балкарцами любой формы притворства и лицемерия сказывается и здесь. Не следует идти в дом человека, с которым сложились неприязненные отношения. Так или иначе будет ощущаться дискомфорт. Не следует идти в общество веселящихся людей, если в твоем сердце нет веселья, точнее, если не сумеешь развеселиться. Оставь свои горести дома, на время забудь о них, чтобы общение с тобой других людей было приятным, беззаботным. И, разумеется, следует быть одетым нарядно. Это праздник, и человек в замызганной одежде там будет выглядеть просто неприлично. Подлинная цель торжества вовсе не поедание вкусной пищи. Человек должен насытиться радостью, напитаться весельем. Не следует не опаздывать к указанному сроку, не задерживаться после всех, мешая уставшим хозяевам отдохнуть. К сожалению, многие карачаево-балкарцы не отличаются пунктуальностью в соблюдении назначенных сроков, о чем сами говорят часто и сокрушенно. Параграф 17.
Тойда қонақ алу. Прием гостей на свадьбе. Қонақбайға салам, қонақлаға келям. Хозяину приветствие, гостям речь. Қонағыңы үйге ашыр, ашырмасаң ажашыр. Проводи гостя в дом, не проводишь, заблудится. Озған адам салам берсе, тойға шақырмай қойма. Если прохожий здоровается, непременно пригласи его на свадьбу. Сыйғыз сыйлы болсын, сыйғызға сый келсін, аш татлы болсын, кечіккен қонақ айтады алай. Пусть пир ваш будет почтен, пусть пиру вашему будет честь, пусть еда ваша будет вкусной. Приветствие запоздавшего гостя. Сыйлы қонақ бол, ақшы кишіні жері хазыр, кел жуық бол олтыр, таматаны жуабы. Будь почетным гостем, для доброго мужа место всегда готово, проходи, садись, ответ тамады. Амалла сорма еділі, игіле кеслері айтма еділе дегеллей. Сөзні кечіккен қонаққа, неда тамата қонаққа берір алында тамата айтады танышыр үшін. Невоспитанные не спрашивали, воспитанные сами не говорили. Слова тамады перед предоставлением тоста незнакомцу или старшему из гостей, чтобы он назвал себя и других. Входя во двор дома, где начинается свадьба, гость должен громко поздороваться, обращаясь не только к хозяевам, но и ко всем присутствующим, пожать руку отцу жениха, высказать благопожелание. Если пришло вместе несколько человек, это делает старший по возрасту. Хозяин или кто-то из его родственников отвечает им благодарственной речью и провожает их в дом, или поручает сделать это кому-нибудь из младших родичей, сажает за стол по старшинству. Там уже должны находиться тамада и прислуживающий за столом молодой человек, шапа, непременно расторопный. Оба из числа близких родственников жениха. Шапой может быть и один из его друзей или сосед. К моменту прихода гостей столы уже должны быть накрыты. Начинать застолье можно, если число гостей не менее 7. Если случайно проходивший мимо человек, знакомый или незнакомый, приветствует находящихся во дворе, непременно следует дважды пригласить его на застолье. Запоздавший или случайный гость, войдя к гостям, должен поздороваться с ними. Приветственных формул очень много. Здесь приведены 3 самые распространенные и традиционный ответ тамады, после которого гостя усаживают за стол, а шапа немедленно ставит перед ним еду и питье. Спрашивать о том, кто он такой, любому из сидящих неприлично. Он говорит об этом только после вопроса тамады. Ныне в ходу и кабардинский обычай. Запоздавшему гостю подают бокал, который он должен выпить, его снова наполняют, и гость возвращает бокал обслуживающему. С такими же словами тамада обращается к старшему из гостей. После своего первого приветственного слова, приехавших из другого селения, если многие из сидящих на застолье не знакомы друг с другом, и тот, произнося тост, представляет их хозяевам застолья, а тамада, в свою очередь, представляет им местных гостей после тоста гостя. Те же правила действуют, когда дружки жениха едут за невестой в ее дом. Жених в это время находится у одного из своих друзей, а его родичи ожидают прибытия свадебного поезда. После свадьбы, по договоренности, спустя определенное время, жених едет со своими дружками и несколькими родственницами в дом невесты, чтобы быть представленным ее родственникам и односельчанам. Параграф 18. Киев жөңгерле. Дружки. Свадебный поезд. Иги Киев нөгерлебля, аман Киев эгерлебля. Хороший зять приедет с дружками, плохой зять со сворой.
Жаш киеуге энчисы, шинтеги катапа, катында шапа. Молодому зятю особый почет, на его сиденье бархат, рядом свой шапа. Киеунөгерле жиырма, аннан көбі жиылма. Дружек должно быть 20, в большем числе не собираться. Киев жөңер осал болса, тұқымға бедиш келер. Если дружка скверный, на его рот ляжет позор. Киев жөңерге сайляп, беллерин қаты байлап. Дружек собирай с разбором, потуже затянув им пояса. Киев жөңер телі болса, тойда сыйда түйіш açар. Если дружка дурак, он на свадьбе затеет драку. Киев жөңерлені көрсең, киев сорып күрешме. Увидев дружек, не спрашивай, каков жених. К сожалению, разрушение традиции не миновало и свадебные обычаи. Строго расписанный ритуал постепенно утрачивал свои ясные черты. Например, в наше время в дом невесты, сопровождая жениха, едет случайное число дружек. Но, согласно традиции, их не должно быть больше 20, и с ними несколько женщин, но не более 7. К дружкам предъявлялись очень строгие требования: уметь вести себя за столом, не грубить, обладать тонким чувством юмора, быть умеренными в еде и питье, веселыми, но сдержанными в поведении, уметь красиво петь и танцевать, произносить благопожелания и прочее. Это объяснимо. Они представляют не только жениха, но и род и его отца, и род и его матери. Каковы дружки, друзья и братья юноши, таков и жених. Во дворе дружек встречали благопожеланиями и подносили огромную чашу с бузой. Которую дружки должны были выпить, передавая друг другу. К сожалению, извращено и это. Вместо чистой, легкой бузы, вопреки традиции, иногда стали подносить дружкам невообразимую ядовитую смесь из различных алкогольных напитков, видя в этом нечто вроде шутки. Жених обычно садился отдельно от дружек с 2-3 друзьями, им прислуживал свой шапа. Дружки старались подначивать родичей невесты, особенно шапу, подшучивали над ним, тот не оставался в долгу. Но, конечно, следовало соблюдать меру, которая в таких ситуациях необходима. Параграф 19. Сыйда тамата. Тамада на перу. Тамата была шапа жуг адамла. Тамада и шапа родичи хозяев. Таматаны көп сағышы, үй чалғышы. У тамады мыслей много, а тостов 3. Тамата болған тыншты, таматалық еткен қиынды. Тамадой стать легко, тамадой быть трудно. Таматаны үліші баш шарты была жаурун. Доля тамады – правая половина головы барана и лопатка. Баш жартыда 3 үліш, пол головы барана 3 доли. Сыйда низам болмаса, таматадан көр. На перу нет порядка, вини тамаду. Тамата была даулашхан сый қаңадан қысталыр.
Кто начнет припираться с тамадой, того изгонят с застолья. Төр тапсаң, төреден чыкма. Сел на почетное место, не нарушая обычаи. Иги тамата ушакны тыймас, лахорну да унамас. Хороший тамада беседу не прервет, но и гомона не допустит. Хар білмеген тамата шапаларын кефетер. Хал білмеген тамата шапаларын кефетер. Тамада, не знающий приличий, своих шапа напоит. Слово «тамады» за карачаево-балкарским столом непререкаемо. Тамада всегда прав. Нельзя выйти из-за стола без его разрешения, курить, громко разговаривать, пить без общего тоста. Нельзя затевать с ним спор по какому-либо поводу. Неумение вести себя за столом может закончиться удалением из зала. Меньшее наказание, когда провинившийся выпивает штрафную. Но определенные ограничения накладывались и на тамаду. Он мог говорить по любому поводу, но не мог перебить произносящего тост, как и другие участники застолья. Он имел право только на 3 тоста: 1, 4 и 7. Правда, он мог уступить один из них, 4, другому человеку. Половина бараньей головы считается почетной долей, которую тамада разламывает на 3 части, 2 из которых отдает сидящим по правую и левую руку от него, то есть старшим из гостей. Вести застолье правильно, красиво и свободно нелегко. Тамада должен все видеть, все замечать, не затягивать паузу между тостами, но и не принуждать пить чашу за чашей. Должен уметь шутить и понимать шутку, не допускать шумных разговоров, вовремя давать указания шапе, уметь гадать по лопаточной кости жертвенного барана, вовремя объявить перерыв для танцев или песен и так далее. Параграф 20. Сыйда шапа. Шапа на перу. Сыйда шапа. Шапа на перу. Тойда шапа көп болса, ашны тату кетер. Если на перу много шапа, еда становится безвкусной. Узумбелек шапаны атасына айыр. Узунбелек шапаны атасына айып келер. Отец длиннорукого шапы стыда не оберется. Түзні тіге жоқ, шапаны шын тіге жоқ. На равнине нет круч, у шапы нет стула, он не садится. Аман шапа адамлаға артын бұру башар. Невоспитанный шапа есть спиной к гостям, тайком. Гостям тайком. Эринчек шапа аяқны толтырып берер. Эріні білә бірінші аяқны толтырадыла. Ленивый шапа чашу наполняет до краев наполняли только первую чашу. Ашны суну мадеп перме, мадеп ашны итке берелле. Подавая еду питье, не говори «на», так бросают кость собаки. Шапаны аяғын алған тәзірге қалыр, боза сыра құйған аяғын. Взявший чашу шапы подвергнется штрафу. Большая ответственность лежит на прислуживающем за столом шапа. Большая ответственность лежит на прислуживающем за столом шапе. Он должен быть не только расторопным и энергичным, но и внимательным.
вовремя приносить блюда, быстро и незаметно убирать со стола, аккуратно подавать бузу или сыра, бузу или сыра, бузу или сыра, темное пиво, быстро и точно исполнять распоряжения тамады, быстро и точно исполнять распоряжения тамады и так далее. Он не имел права садиться в продолжении всего застолья, пить и есть при гостях. Если что-то он пытался сделать сидя, его тут же могли назвать длинноруким, что расценивалось как упущение его отца, не научившего своего сына правилам обслуживания гостей. На свадьбе гости сидели за несколькими столами, и было несколько шапа, отвечавших каждый за свой стол. И если был порядок, то каждый четко выполнял свое дело. Но иногда из-за нераспорядительности возникала путаница. Число шапа становилось велико, и они мешали друг другу. Еще в 20-е годы сохранялся обычай пить из одной большой чаши, которую после тоста пускали по кругу. Позже небольшие чаши стали ставить перед каждым из гостей. Поскольку гость никогда не берет еду сам или не наливает себе питье, это должен вовремя делать шапа. До краев наливали только первую чашу, а шапа должен был увидеть, у кого она пустая, и вовремя подливать бузу или сыра своим ковшиком, к которому никто не имел права прикасаться. Параграф 21. Жир тепсеу. Песни и танцы. Той етілмеген қуанч мұхарлаға жұбанч. Веселье без танцев, развлечение обжор. Üçüncü алғыш белгі де ашны қойда тойға чық. Третий тост – знак. Оставь еду и выходи на танцы. Жырлай білмеген жарсуды, тепсей білмеген айыпты. Не уметь петь печально, не уметь танцевать стыдно. Той болса ойын болыр, құрмаллыққа сойын болыр, қонақлаға тойын болыр. Будет пир, будет веселье, будет жертвоприношение, будет угощение для гостей. Сыйны чырағы жырды, светильник пира песня. Иги шорпа чырлы, керті қуанч жырлы. Хороший бульон с наваром, настоящее веселье с песнями. Эсіріп тойыны бұзған ит кебек жерге құсқан. Пьяный, разладивший веселье, подобен псу, блюющему на землю. После третьего тоста, по слову тамады, все выходили во двор и начинались танцы под руководством распорядителя Бегаул. Не умеет танцевать... Не уметь танцевать считалось постыдным. Не случайно слово «той» имеет три значения – пир, пляска, насыщение. Отсюда около 100 чудом сохранившихся в записях танцев и плясок, к сожалению, большей частью так и не поставленных на сцене. Не меньшее и не менее почетное место занимала в праздничной культуре карачаево-балкарцев песня. Умение петь от каждого не требовалось, не всем Бог дал хороший голос, но все же даже в недавнее время среди представителей старшего поколения умевших и любивших петь было много.
Ныне положение и здесь плачевное. Почти утрачено то, что придавало народной музыке особую силу и красоту – певческая традиция. Большая часть исполнителей народных песен по этой причине спрямляет мелодию, огрубляет ее. После 7-го тоста, перед тем, как на стол подадут мясо жертвенного животного, старшие начинали петь, передавая черед друг другу под басовое сопровождение присутствующих. Под басовое сопровождение присутствующих. Шапа по распоряжению тамады приглашал к столу юношей, которые слушали стоя, стараясь запомнить слова и мелодию песен. Вероятно, именно благодаря этому обычаю мы сохранили, пусть и не полностью, огромное песенное богатство своих предков. Были также и особые песенные состязания, жир-эришу, когда одно село приглашало к себе песельников из другого. Кто-нибудь из состоятельных сельчан готовил для них угощение, к назначенному сроку собирались и зрители, пели по очереди. Условие было одно – каждую песню исполнять до конца. Один из старожилов рассказывал, что он присутствовал на таком состязании в селении Кашхатау, куда приехали песельники из Бизенги. Оно продлилось до самого утра, и победу одержали бизингиевцы, исполнив напоследок колыбельную, на которую их соперникам ответить уже было нечем. Весь репертуар они исчерпали. Интересны и термины «тепсеу» – танец, «той» – пляска, «тепсеу» – танец, «той» – пляска, «бия» – ритуальная пляска, например, арсламбия, воинственная львиная пляска. Бия – ритуальная пляска, например, арсланбия, воинственная львиная пляска. Параграф 22. Бегеуль. Распорядитель. Бегеульге керек марда. Бегеулу нужно чувство меры. Асылсызны бегеул етсең, тойну зауқы қалмас. Назначь бегеулом неотесанного, в танцах удовольствия не будет. Қала бии қалаур, бия бии бегеуль. Господин башни часовой, господин плясок бегеул. Тойну тамата башлар. Тойну тамата башлар. Танцы начинает тамада. Бегеул чамсыз болмас, чурум тапмай қиналмас. Бегеул без шуток не обходится, легко найдет к чему придраться. Тепсегенны сана эркин, бегеульны жана эркин. У танцора свободно тело, у бегеула душа. Непременный участник любого торжества в прошлом – бегеул, распорядитель. Он определял, кому с кем танцевать, какой танец объявить, он же штрафовал нарушителей порядка и тому подобное. Бегеул должен был обладать тонким чувством юмора, быть раскованным, но и знать меру. Невоспитанный, неотесанный человек, взявшись исполнять эту роль, непременно испортил бы людям праздник. Танцы начинал один из старших, за ним другие, а потом уже в круг вступала молодежь.